Сегодня, наконец-то, на канале Ай, давай. Еще раз. Наконец-то на канале появится кулинарное видео, потому что Раиса Николаевна сегодня будет готовить нас что? Традиционный суп из потрохов, национальная якутская кухня. По-якутски называется исмине. Из потрохов кого? Обычно варят из потрохов коровы после забоя, но некоторые еще и из жеребятин. Ну, вообще, это считается традиционная национальная кухня. А мы из кого будем делать? Коровье потроха. Начинаем процесс. Значит, вот я вытащила из морозилки. Нужно немножко, чтобы она отошла, чтобы совсем не замороженная была, да? Эти потроха я приобрела на ярмарке. То есть они уже, видите, порезанные, помытые. То есть сейчас мы заливаем просто водой. Ну, это кишки, да, просто? Или да, здесь получается полностью, это требуха называется еще по-другому. Угу. Все полностью вот эти кишочки. Видите, какая хорошая жирная корова-то была. Так, поставили на огонь. Угу. Но огонь вообще небольшой. Ну, чуть-чуть я прибавлю. Так, пока не солим, просто даем вскипеть и вот так вот немножко прикрыто и оставляем. Стоит отметить, что данное блюдо готовят по-разному в разных семьях. Кто-то с капустой, с картошкой. От улусов зависит тоже, да, наверное? Возможно, да. Но моя мама готовила его с картошкой и с домашней лапшой. И еще туда добавляла немножко муки. Она разводила его в холодной воде. И тогда получается как клейстер. Угу. По-якутски называется силей. Да? Вот, и он такой какой-то наваристый, такой очень густой суп получается. Это вот именно традиционно. А мы будем какой вот эту картошку, мы видите, домашнюю лапшу мы начали добавлять гораздо позже. Традиционно это блюдо, оно только потроха, и вот это, ну вот для того, для густой консистенции добавлялась мука. Сегодня мы немножко будем готовить современное блюдо. Ну, моя семья любит, чтобы там была картошка, и будем делать домашнюю лапшу. Вот этот вот снимаем обязательно, вот это. Прям куда это? Пеночку снимаем, убираем ее отсюда. Не сказать, что это кулинар года, но... Суп из ежиков. Суп... Кстати, да, его все называют суп. Вот я вот так вот его перемешаю. Ой, вообще прямо... Вкуснотища. Мы сюда должны будем... Запах кишки вареные. Да, вареные кишки. Витаминный прям суп. Сюда мы еще сейчас подготовим лук, нашинкуем. Немножечко совсем для вкуса. И картошечку. И потом уже будем эту лапшу готовить. Ну, тесто для лапши. Вот. Сейчас немножко уменьшим огонь, чтобы он так не выкипало сильно. Вот так. Угу. И мы забыли посолить, пока болтали. Так, соли я сильно тоже боюсь. Хороший повар всегда не досолит. Поэтому мы сейчас вот так вот сделаем. Немножечко. Пол-ложки соли. Даже чуть меньше. У нас начался второй этап приготовления. Сейчас мы будем делать домашнюю лапшу. Значит, что мы берем? Значит, в основу домашней лапши у меня все по-простому. Так, я все мука делаю на глаз, да? Да, все. Мука на глаз. Это даже, наверное, слишком много я. Пусть так будет. Ну, если тут можно же заморозить и потом использовать если лапшу. что, заморозить. Обязательно солим хорошенечко. Прям, наверное, вот так вот. Так, 2 чайные. 2 чайные ложки и перемешиваем. Вот так перемешали. Ну, я решила сделать немножко лапши. Слишком много тоже не очень. Делаем дырочку и заливаем водой. Вода теплая, кипяченая, комнатной температуры. В общем, да, мы должны добиться того, чтобы тесто должно быть очень крутое. Поэтому я добавляю немножко абсолютной воды. Тоже из кулера, да? Да, это все из кулера. Полстакана воды. Так, и вот будем сейчас перемешивать и доводить до густоты. Я взяла стакан воды. Обычно стакана воды хватает. Ну, даже, мне кажется, уже нормально. Прямо здесь будем вот его. Потом, значит, мы его замесим и поставим в холодильник, чтобы немножко она остыла.
грусть печальная. Нари. Ну, короче, немножко облагородим. Я еще иногда вот так вот горошек добавляю. Она не знает, что я ее снимаю. Ты меня снимаешь, что ли? Я хочу распробовать немножко. И если вот она стала мягкая, то у нас немножко побыстрее пройдет. Так, сначала проверяем бульон. Ну-ка. Боюсь обжечься. Соли немножко не хватает, ну и ладно. И возьмем вот эту мяску одну. Покажи. Вот такой. Там это кишочек, да? Ага, кишочки и немножко вот мяса есть. Горячо. Жестковато. Все, вот уже консистенция мне нравится. И мы сейчас будем кидать туда картошку, лук. Ну, видно, что он такой жирненький. Да, вот видите, вот все, уже бульон прошел. Уже дальше уже мягонькое такое, видимо, уже стало. Все. Теперь ароматы Франции присутствуют. Ну да, немножко такое есть. Давай. Все, мы увеличили огонь. Сейчас еще раз он должен у нас вскипеть, чтобы картошка-то быстро отварилась. И уже минут через 10-15 можно будет уже кидать лапшу. И все, это будет завершающий этап нашей сегодня кулинарной истории. Перемешиваем и даем ей вскипеть. Сейчас я приготовлю муку. И сейчас попробуем сделать традиционный силей. Это чтобы гуще был бульон. 3 чайные ложки, 4. Даже, наверное, 4. И попробуем сейчас приготовить эту массу. Так, ну я думаю, что мы молодцы. Теперь эту штуку... Кто молодец? Рая молодец. Рая молодец. Пожелайте нам удачи. А подождите-ка, огонь чуть-чуть уменьшите, только на словще как вулкан. Ай, боюсь. Короче, глаза боятся, руки делают. И перемешиваем. Эту муку я туда сделала. Ну, посмотрим. Кажется, маловато, что ли, сделала. Ну и ладно. Так. Все, мы сейчас вот достали тесто. Немножко рабочую зону. Муки много тоже не надо. Мы ее вот сюда. Теста слишком много, поэтому мы отсюда возьмем половину. Видишь, какой она, когда она немножко холодная, она лучше готовится. Так, руки должны быть в муке. Скалка в муке. Лишнюю вот Стол в муке. Стол в муке. Прямо у нас все туш-туш-туш, да? Вот такую сосисочку сделаем и половину. Соль самое то. Лук тоже самое то. Сейчас проверим картошку, насколько она сварилась. Так, проверяем картошку. Ну, по-моему, уже почти готово, да? Все, картошка уже сварилась. Все, теперь тогда добавляем Лапшу. лапшу. Когда вот эту лапшу добавляем, не надо прям интенсивно шумовкой здесь орудовать, потому что все в кашу может превратиться. Аккуратненько мы потом размешаем. Даже, наверное, помешивая аккуратненько вот так вот, чтобы она не слиплась, да, опять-таки здесь. Ага, вот. Что-то вырисовывается. Скорее всего, не всю будем эту лапшу добавлять, потому что суп у нас прям наваристый и без того густой. Вот. Ну, видите, плохо отряхнула кучу муки. Ну, ничего. Так.
сейчас этих товаров. Потому что имейте в виду, что лапша она набухнет. А после того, как она набухает, сильно густую. Мне кажется, все. Вот такой же консистенции будет и макаронов. Макаронов лапши будет достаточно. Вот я вот аккуратненько перемешиваю. И вот у меня ничего не слиплось, ничего. Все нормально.